Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаммадуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о прошедшем шестом Всемирном Курултай-Башкир, который прошел на прошлой неделе. Итак, знаете, если честно, я всегда думал, что самый позорный Всемирный Курултай-Башкир это был пятый, который был в 2019 году, тоже при Хабирове. Но, как выяснилось, что тот, конечно же, был позорный. И почему он был позорный, я сейчас чуть попозже об этом расскажу. Но самый позорный, самый отвратительный, самый преступный по отношению к своему же башкирскому народу был именно этот Всемирный Курултай-Башкир. И все, кто присутствовал на этом Всемирном Курултай-Башкир, кто не встал и не вышел, не возразил против принятой отвратительнейшей, позорнейшей, преступной резолюции, все они манкурты. Манкурты, трусы, которые побоялись сказать, даже если им это не нравилось. А если им нравилось, то это, еще раз говорю, это предатели и обкаляи. Итак, почему прошлый Всемирный Курултай-Башкир тоже считается позорным? Потому что на прошлом Всемирном Курултай-Башкир делегатами были избраны более 10 человек, членов организации Башкорт из разных районов, были избраны законно, на законных основаниях, легально, на районных курултаях. За них голосовали люди, все, кто присутствовал на этих районных курултаях. И эти делегаты были избраны. И так вот, их, те чиновники, которые отвечали за проведение Всемирного Курултая-Башкир 5-го, а именно это Бадранов, это Кильсенбаев, это Мурзагулов и остальные приближенные к Хабирову, и сам Хабиров, конечно же, тоже, они исключили этих делегатов из списка участников Всемирного Курултая-Башкир 5-го Всемирного Курултая-Башкир 2019 года. Еще раз говорю, об этом идет речь. Какую причину они нашли, чтобы их исключить? Якобы у этих людей, у исключенных были административные правонарушения когда-то. Неважно, погашенные, не погашенные. Вот если, и какие именно правонарушения они говорили? Штрафы, автомобильные штрафы. Вот. У этих людей, которых мы исключили, у них административные штрафы. Они не имеют права быть членом, делегатом Всемирного Курултая-Башкир. Меня вообще, тогда нас всех поразила вот эта формулировка. У всех, у кого есть права, все когда-либо получали штрафы. Так тогда, получается, вообще можно было бы там, я не знаю, может быть 5-10 человек нашлось бы, которые там не имеют прав, присутствовали бы тогда на этом Всемирном Курултай-Башкир. А что, другие штрафы никогда не получали? Всегда получали. Сейчас Хабиров ездит на своей машине, штрафы не гасит. У него под 90 тысяч штрафов. Об этом он пишут все СМИ. И ничего, никто его не исключает из глав Республики Башкортостан, из правительства не убирает. Нормально у них это считается. Значит, видите, кому-то можно, кому-то нельзя. Так вот, тогда исключили всех, вот еще раз говорю, более 10 человек, только вот по надуманным причинам. А в день проведения Всемирного Курултая-Башкир, когда туда все-таки смогли пройти законно избранные, еще раз говорю, делегаты, такие как Фаиль Алсынов и Эльмир Мухамедьянов, увидев Фаиля Алсынова, Азат Бадранов тут же начал вопить там на весь зал, кричать, что вот, почему здесь Фаиль Алсынов, уберите его. Охрана подошли сотрудники МВД, и Фаиля в наручниках вывели из зала суда, из зала Всемирного Курултая-Башкир. Понимаете? Вот до такой степени позор был. Потом, когда Эльмир Мухамедьянов, который находился в это время в зале проведения вот этого съезда, встал и громко сказал о том, что почему законно избранного делегата выводят сейчас в наручниках. Ему сказали, что Эльмир, он там на балконе был, оттуда кричал, да, эти слова произносил. Ему сказали, спускайся туда-сюда, к микрофону подойди, скажи, что ты думаешь. Что ты хотел сказать, здесь вот микрофон, подойди туда, скажи. Он начал спускаться, его тут же под руки охрана этого мероприятия скрутила ему руки и точно так же вывела из зала. И потом их с Фаилем вместе увезли в отдел полиции.
Это был позор, это был позорный всемирный Курултай-Башкир, о котором долго потом башкиры говорили. Но он забылся, прошло 5 лет, и вот на прошлой неделе прошел 6-й всемирный Курултай-Башкир, который стал еще более позорным. Почему? Ну, потому что на сегодняшний момент Россия ведет войну против Украины, и эту войну поддерживает власти Республики Башкортостан. И именно эта война была основным центром принятия всех вот этих решений в резолюции. Именно эта война была. Множество пунктов, которые там говорилось в резолюции, связаны именно с войной. С участием в войне, с участием башкир в войне, с поддержкой этой войны. И я сейчас ее зачитаю, эту резолюцию. Мы слышали заявления различные на этом Всемирном Курултай-Башкир, которые, скажем так, демонстрировались отрывки по БСТ, по другим телеканалам. Весь полностью посмотреть Всемирный Курултай-Башкир они, конечно же, не дали, потому что боятся. Вырезали и показали только то, что им удобно. Вот. И там Ради Хабиров заявил о том, что собирается, что мы будем ставить памятник участникам этой войны, СВО, как они называют. Ну, на самом деле, это захватническая война. Участникам, получается, оккупантам. Мы будем ставить оккупантам памятник. И вот это вот лицемерие, которое там сквозило во всех действиях вот этого Всемирного Курултая-Башкир, во всех этих заявлениях, оно просто бросается в глаза. Одновременно, когда ты говоришь о том, что мы будем ставить памятник оккупантам, людям, которые воюют за деньги воюют против свободного независимого государства, захватывают его, уничтожают города, стирают с лица земли города, убивают мирных жителей, посылают туда ракеты, на многоэтажки, на больницы, на театры, сносят полностью с лица земли целые города, такие как Артемьевск, Бахмут, там, да, ну и разные города, полностью там жизни вообще не остается никакой. И вот это они называют освобождением, вот это они поддерживают. И вот этим людям они собираются ставить памятник. И одновременно у нас в Республике Башкортостан вот уже несколько лет сносят памятники нашим национальным героям. Памятнику Заки Валиди уже убрали с Санкт-Петербурга. Но это ладно, там это можно как-то закрыть глаза, потому что это не касается, эта территория не касается Республики Башкортостан, она не входит в Республику Башкортостан. Там можно как-то, да, там сказать, но хрен с ним, русские ненавидят до такой степени Заки Валиди, что убрали его памятник у себя там. Но у нас в Республике Башкортостан здесь сейчас сносят памятник Заки Валиди. Уже несколько лет прошло с момента, когда убрали памятник Заки Валиди в Сибае. Убирали нагло, врали, что якобы убирается с целью реконструкции, ремонта. Вот сделаем ремонт и вернем обратно. И ничего не вернули. И уже и не вернут, потому что все это место, где стоял памятник, полностью заросло травой. Дальше больше. Дальше начали снесли памятник в Тимясово, первой столице Республики Башкортостан, нашей первой Башкирской республики. Убрали памятник, бюст Заки Валиди оттуда. Тоже якобы под ремонтом. Должны были вернуть еще летом этим. До сих пор нету, уже зима. Потом убрали, табличку сняли с библиотеки имени Заки Валиди. Тоже якобы реконструкция. Прошло уже несколько месяцев. Табличку, что там реконструировалось? Табличка обычная с именем Заки Валиди. Убрали, все. И вот это вот одновременно идет уничтожение памятников Заки Валиди, человека, который создал эту республику, где сегодня заседают вот эти вот манкурты, и ставить памятники оккупантам, это ли не лицемерие? Также Эльвира Айткулова, председатель президиума Всемирного Курултая-Башкир, заявила о том, что вот нам надо консолидировать свои силы, нам нужно собраться и противодействовать той идеологии, той политике, которая идет из-за рубежа, идет от других башкир, которые хотят разрушить наше единство. То есть она намекала про нас, то, что мы со своей идеей независимости Башкортостана
развращаем якобы умы. На самом деле мы не развращаем, мы просвещаем людей. И я рад, что Эльвира Айткулова оценила нашу работу, призналась в том, что они сегодня не могут ничего противопоставить нашей идее независимости. Почему? А потому что наша идея независимости, она сильная, она правдивая. Она именно та идея, которая нужна нашему народу, чтобы спастись. И они прекрасно это понимают, что ничего противопоставить они не могут. А что они могут противопоставить? Объединению с Москвой, с Россией, которые они в резолюции декларировали. Сегодня Россия это государство-террорист. И все, кто связан с этим государством, сегодня себя марают. С ними, что ли, объединение? Так что Эльвира Айткулова, можно сказать, признала то, что наша идея сильная, наша идея сильнее, чем их манкуртские взгляды, и что мы побеждаем. Это вот очень похвально. И сейчас я зачитаю вам резолюцию, которая была принята. Также хочу сразу отметить, что на этом Всемирном Курултае Башкир я не видел достойных башкир, которых я уважаю. Их там не было, и это очень хорошо. Я не знаю, позвали ли их, и они не пришли, или их просто не звали. Скорее всего, не звали, потому что они собирали всех, кто будет молчать при принятии этой резолюции, кто ничего не скажет, кто, учитывая вот прошедший Всемирный Курултай Башкир, они максимально, наверное, подошли к тому, чтобы вот все делегаты были крайне лояльны, чтобы они молчали, чтобы они послушно, как болванчики, поднимали руки. Поэтому это хорошо, что там не было нормальных башкир. Они собрали только одних манкуртов. Манкуртов, которым уже терять нечего, они до такой степени уже погрязли вот в этой антибашкирской деятельности, что им терять нечего. Итак, резолюция, позорнейшая резолюция позорного Всемирного Курултая Башкир, Курултая манкуртов, мы его так назвали, и, наверное, он так в памяти в истории останется, 6-й Всемирный Курултай манкуртов, принял позорную резолюцию. Я сейчас зачитаю отрывки из этой резолюции, и мы о них поговорим. Итак, начинается она со слов, что мы, делегаты 6-го съезда Международного союза общественных организаций Всемирный Курултай Башкир, от имени своего народа заявляем, что мы, как часть многонациональной России, выступаем за сохранение мира и согласия в нашем общем доме, при умножении всего, что делает нас сильнее и крепче. То есть здесь уже в этих словах скользит лицемерие. Лицемерие, когда они говорят, что вот мы за мир и согласие. Какой мир, если ваша страна, ваша власть, которой вы верой и правдой служите, преклонив колени, воюет против соседнего государства, независимого соседнего государства, захватывает его, уничтожает его мирных жителей. Вот это вы называете миром, что ли? Вы мир несете на штыках, что ли? Это как вот в знаменитом романе 1984 Оруэлла «Мир – это война, война – это мир». Так они, там, один из таких тезисов был, да? У вас точно так же, что ли? Как можно нести мир, говорить о мире, когда ваша страна уничтожает людей, мирных людей, захватывает его территории? Это вот то, что вы пишете, это лицемерие, самое настоящее лицемерие и предательство по отношению к башкирскому народу. Потому что башкир заставляют участвовать в этой войне. И мы не можем отказаться. Имеется в виду на государственном уровне. Потому что власть захвачена манкуртами, такие как Хабиров, которые наоборот стараются как можно больше участвовать в этой войне. Вот. Что они пишут дальше? В общем, здесь такие слова, как «обязуемся беречь наши ценности, семью, почитание памяти предков, наш язык, культуру, родную землю, прикладывать все силы для защиты нашей Родины». Так всегда делали наши деды и прадеды. На самом деле наши деды и прадеды всегда воевали с этой империей, с этой Москвой за свободу и независимость, за то, чтобы оставаться башкирами.
Вот что они здесь заявляют. Мы обязуемся всячески помогать нашим бойцам на фронте, которые сейчас отстаивают наше право жить в сильной, дружной, многонациональной России. То есть, они что говорят? Они говорят, что мы будем продолжать агитировать башкир, чтобы они участвовали в этой войне, чтобы они продолжали умирать в этой войне. А я напомню, что наша республика Башкортостан вот уже год, как почти год, с февраля месяца начиная этого года, и вот по сегодняшний месяц, по декабрь, Республика Башкортостан занимает стабильно первое место по количеству убитых на этой войне. Первое место. Количество официально признанных властями всеми подходит к 4000 человек. За этот год на 2000 увеличилось. И официально только. А сколько неофициально? Потому что запросов, есть такой сайт, ищи меня, что ли, называется, ищу тебя, где родственники ищут тех, кто пропал без вести на этой войне. И самый большой запрос там тоже из Башкортостана. Удивительно, да? А почему так происходит? А потому что Ради Хабиров отправил туда на войну десятки тысяч наших башкир. Ни один регион столько народа не отправил. Ибо Ради Хабиров, чтобы отличиться перед Путиным, чтобы скрыть свои темные делишки коррупционные, отправляет туда народ, и тем самым только он может усидеть у власти, сидит у власти, и переизбрался только благодаря этому на очередной срок. Точнее, не переизбрался, а его переназначили. И вот за это голосуют в этой резолюции. Будем всячески помогать нашим бойцам на фронте дальше умирать. Ну, примерно вот так можно переиначить эти слова. Мы будем дальше агитировать, собирать людей и отправлять их на фронт, чтобы они дальше умирали там. Ну позор же, позорники. А как отправляют людей? Я сам был, разговаривал с этими военнопленными башкирами, с нашими. Там же люди, которые просто не понимают, куда они едут. Их обманывают всячески. Они политически неграмотные, они юридически неграмотные. С одним разговаривал, он говорит, что меня поймали пьяным за рулем. Сказали, мы тебя посадим на 3 года, но у тебя есть шанс избежать этого наказания. Вот подписывай контракт, поедешь на войну, будешь точно так же, права тебе оставим, будешь водителем возить продукты питания там со склада на какие-то там, места дислокации бойцов. Туда будешь возить, никакого участия в войне ты не будешь принимать. Все, он подписал контракт, ему дали автомат в руки, он приехал, ему дали автомат в руки и отправили на мясной штурм. Человек не понимает, что когда ты подписываешь контракт, ты там не подписываешь, что я подписываюсь только быть шофером, или там я подписываюсь только быть строителем. Нет. Ты подписываешь контракт с вооруженными силами Российской Федерации, и ты полностью зависим от командиров, от их приказов. Как только ты попадаешь туда, командир уже сам решает, посадить тебя за руль машины, или дать тебе в руки лопату, чтобы ты копал, или дать тебе в руки автомат, чтобы ты бежал на мясной штурм. От него ты полностью зависишь, и ты не можешь отказаться. Абсолютно, все. Ты продал свое тело этой армии. И все, вот этот человек попал в плен. Слава Аллаху, что попал в плен и остался жив. Сейчас вернется домой и, скорее всего, переосмыслит все то, что он там видел. Но, а сколько не вернулось? А еще одного с башкиром я разговаривал. Он говорит, что я говорю, почему ты поехал? А вот меня судебные приставы поймали. Он весь закредитованный. Человек, который вел такой асоциальный образ жизни в своей деревне, там на подработках постоянно был, за бутылку водки, за покушать там работал, в кредитах весь. Вот его поймали и сказали, давай, вот мы тебе даем возможность все кредиты погасить, поедешь вот туда на войну, но воевать там не будешь, будешь окопы копать. Все, человек подписал, поехал, попал в плен, потому что его сразу отправили на мясной штурм. У нас, говорит, осталось 2 только из всего отряда, выжило. Вот таких вы собираетесь отправлять, когда говорите, что помогать нашим бойцам на фронте. Дальше что они пишут здесь? Нам открыто грозят расчленением государства, кровавой межнациональной междоусобицей и смутой. Примеров в мировой истории, как разлагали целые страны, разыгрывая национальную карту, к сожалению, немало.
Но башкирский народ понимает, и мы ответственно заявляем, что будущее нашей нации было, есть и будет только в составе единой Российской Федерации. То есть, если переиначить, они говорят, что мы, стадо манкуртов, которое здесь собралось, заявляем, что мы вечно будем колонией Москвы, колонией этой империи, вечно будем рабами. Они нас уничтожают, они нас репрессируют, они нас сажают, они нас убивают, они отнимают наш язык, они отнимают наши национальные богатства, но мы согласны с этим, и мы преклоняем колени перед нашим Путиным за то, что и целуем ему задницу, за то, что он с нами так поступает. И мы вечно будем твоими холопами, Владимир Владимирович Путин. Вот так они говорят здесь, в этой резолюции. Понимаете? И когда здесь они пишут, что нам открыто грозят расчленением государства, кровавой межнациональной междоусобицей и смутой, то есть они говорят о чем? Что вот мы, башкиры, которые выступают за независимость Башкортостана, якобы будем устраивать межнациональную какую-то там смуту, междоусобицу, межнациональные распри. И на что они хотят опираться? На что? 15 республик вышло из состава Советского Союза, и никаких распри не было межнациональных. Спокойно везде все. Если говорить о Нагорном Карабахе, то он начался еще, когда еще был Советский Союз, между армянами и азербайджанцами. Еще до выхода армян и азербайджанцев. Он уже тогда начался. И это результат именно политики Советского Союза. Именно ее политики. Поэтому, если мы станем независимыми, точнее не если, а когда мы станем независимым Башкортостаном, никаких междоусобиц у нас не будет, никаких межнациональных распри у нас не будет, никакого кровопролития у нас не будет. Кровопролитие может произойти только в том случае, если на нас Москва снова вновь пойдет с войной, пытаясь нас вновь поработить. Да, мы окажем отпор им и не допустим. В этот раз уже больше никому мы не позволим себя поработить. Наш башкирский народ понимает, и мы ответственно заявляем, что будущее нашей нации было, есть и будет только в составе единой Российской Федерации. Вот это вот слова, это нужно выбить на камне позора. Вот тем манкуртам, которые голосовали за эту резолюцию. То есть они нам отказывают, вот эти люди, которые там сидели, они говорят, что мы, башкиры, недостойны быть независимыми. Мы, башкиры, недостойны жить, иметь свое собственное независимое государство. Мы слишком слабы, мы слишком необразованы, мы слишком ущербны, чтобы иметь свое собственное независимое государство. Мы не сможем. Почему? Потому что у нас есть старший брат русский, который нам всегда будет указывать, как нам делать и как нам жить. Манкурты, предатели. Вот кто принимал и голосовал за эту резолюцию. И кто писал ее. Дальше что пишут? Сегодня, когда вокруг нашего президента страны Владимира Путина и общей задачи сохранить нашу страну объединились все силы общества, Курултай должен консолидировать всех башкир, в какой бы точке земного шара они ни находились, как это было во все времена. Нет у вас никаких сил объединить башкир мира, объединить вокруг своей идеи манкуртской. Нету, потому что все башкиры мира сегодня видят, что Башкортостаном завладели и управляют манкурты и предатели, которые идут против интересов своего собственного народа. Сегодня башкиры объединяются вокруг комитета нашего, либо просто не поддерживают вас вообще, просто молчат. Но точно не поддерживают. Особенно Хабирова. Дальше что они пишут здесь? Башкиры всегда оставались верны своим обязательствам, и мы всем народом несем ответственность за сохранение Российской Федерации. Угу. Мы помним, как башкиры в составе народного ополчения отстаивали самостоятельность России против польской интервенции, против нашествия Наполеона Бонапарта. Вот меня постоянно удивляет вот это вот, мы, северные амуры, воевали там против Наполеона. И что это дало нам, башкирам? Что? Десятки тысяч убитых? От этого башкиры стали жить лучше, что ли? Нет. После Наполеоновской войны Россия стала жить еще хуже. Закрепощение было еще больше, крепостное право было еще больше усилено. Крепостной гнет. Усилено было
против народов других. Все еще хуже стало. Чем мы гордимся? Что ни за что погибли наши люди на этой войне? Да я уверен, что если бы Наполеон победил бы, башкиры точно бы жили лучше. Потому что Наполеон, французы никаких претензий к нашему народу не имели. Абсолютно. Никакого негатива к нашему народу они не имели. С чего им нужно было бы нас уничтожать? Они и свои народы там не уничтожали, которые захватывали. Дальше. Как Салават Юлаев защищал справедливость по отношению к народам самого российского государства. Потому имя нашего национального героя носил противотанковый истребительный полк и газета легендарной башкирской кавалерийской дивизии в Великую Отечественную войну. Так и сегодня два мотострелковых батальона имени Салавата Юлаева доблестно выполняют задачи на специальной военной операции. Салават Юлаев воевал против империи, против императрицы, которая захватила власть, точнее узурпировала власть в стране, убив своего мужа, законного наследника Петра III. И башкиры воевали против нее, воевали против России, которая захватывала наши земли, которая убивала нас, башкир, которая пыталась нас насильственно христианизировать. Именно против них воевали башкиры. Воевали против всей целой страны, против всей системы имперской. Это как сегодня воевать против Путина. Понимаете? А вы говорите, что Салават Юлаев воевал за российское государство. Нет, он воевал против российского государства. Дальше. Мы, делегаты 6-го съезда Международного союза общественных организаций Всемирный Курултай-Башкир, ответственно заявляем, что не допустим никаких попыток дестабилизировать и радикализировать ситуацию как среди башкирского общества, так и в Республике Башкортостан в целом. Последние годы стали настоящим испытанием для башкир, которых подвергали внешним информационным атакам, провокациям сепаратистского характера, продвижением идей радикализма и нетерпимости к другим народам. Нет, друзья, нет. В последнее время Башкортостан расшатывали и дестабилизировали, и радикализировали ситуацию именно Хабиров и его команда. И начали они с самого начала, когда пришли к власти. Началось все с того, когда он заявил, что Куштау будет разрабатываться, когда начали преследовать всех, кто боролся за Куштау, когда организацию Башкорт начали преследовать, а потом запретили, когда избивали людей на Куштау, когда в Сибае давили тех, угрожали тем, кто выступал против загрязнения воздуха от серного смога, который шел из карьера. Как обманули, мы помним, людей, горожан Сибая, когда им пообещали 200 миллионов рублей, Казицын пообещал и ничего не дал. При Хабирове лично обещал, ничего не дал, кинули просто. А потом посадил сколько людей Хабиров, Рамилю Саитову посадил, Айрата Дильмухаметова посадил, моего брата посадил родного, только потому что он является моим братом. А потом произошли баймакские события, когда еще 80 человек посадили. Когда несколько тысяч человек вышло, просто вышло поддержать своего человека, своего лидера. Они ничего не делали, они не делали никаких заявлений там. Они не дрались с ОМОНом. Ни у кого из ОМОНа там не было сломаны руки, разбиты носы, ничего такого не было. Они попытались просто оказать сопротивление, когда их били. Ни за что били. Били палками, провоцировали, дубинками били. Конечно, любой нормальный человек будет защищаться, когда его просто так бьют. Когда не только его бьют, но бьют его рядом жену, которая стоит, или рядом мать, которая стоит. А таких тоже там было много. Конечно, любой нормальный человек, который имеет достоинство, будет сопротивляться. И именно за это сопротивление, которое никакого, еще раз говорю, ущерба физическому здоровью не принесла полиции, этим ОМОНовцам, за это посадили более 80 человек. А двоих убили. Убили просто. Убили Рифата Даутова, а потом Хабиров, смеясь в лицо, говорил уважаемому Рифу Габитову о том, что якобы Рифат Даутов умер от алкоголя и от наркотиков.
Ну, кто после этого Хабиров может быть? Манкурт. Человека убили, и это доказано медицинским освидетельствованием, экспертизой независимой, что ему нанесли более 40 ударов по телу, и от внутреннего кровоизлияния он умер в течение нескольких часов после задержания. И нету никакого дела, ничего не рассматривается, ничего не расследуется. Все, спрятали все концы. И Хабиров защищает. Это вот это и называется попытка дестабилизировать и радикализировать ситуацию. А сегодня уже начали сажать людей, которых задержали. 3 людям уже вынесли реальные сроки. Реальные сроки. По 5 лет люди получили. Вот кто на самом деле дестабилизирует и радикализирует ситуацию. А почему люди вышли? Потому что устали жить при Хабирове, устали жить при Путине, потому что природные ресурсы все разворовываются, карьеры разрабатываются, и потом все оставляют вот так, как есть. Люди лишаются своих пастбищ, угодий сенокосных, лишаются вообще права на чистый воздух. Конечно, людей довели. Но еще раз говорю, они же не нападали на ОМОН. Они защищались. И их за это всех посадили, дали огромные сроки. И здесь сейчас вот эти манкурты сидят на Всемирном Курултае-Башкир и говорят о том, что мы не позволим, не допустим никаких попыток дестабилизировать. Вы уже допустили. И это сделал ваш Хабиров, которого вы защищаете. Он же побоялся потом даже в Заурале приезжать. Манкурт, трус. Побоялся приезжать в Зауралье. За него кто голосовал, когда он был переназначен на 2-й срок? Путин его переназначил. За него никто не голосовал из башкир. Абсолютно. В это сложное время геополитических вызовов и современных угроз башкирский народ объединен вокруг своих лидеров, президента Российской Федерации Путина и главы Республики Башкортостан Хабирова. Вот это вообще, вот это могут написать только рабы, конченые рабы. Какие для башкир лидеры Путин и Хабиров? Путин, который сидит уже больше 20 лет, тиран и диктатор, который убил огромное количество людей. Он что ли для нас лидер? Которого ненавидит весь мир, на которого выписан ордер на арест, который у себя укрывает диктаторов, таких как Асад. Вот это что ли лидер для вас? А Хабиров? Я только что сказал, кто такой Хабиров. Это манкурт и предатель башкирского народа, который все делает против интересов башкирского народа. В свое время Муртаза Рахимов правильно его погнал с республики, кое-как смог убежать в багажнике, спрятавшись из республики. А сейчас что он делает? Он мстит нам, башкирам. На самом деле он вообще сам он никакой не башкир. Вот правильно Айрат Дильмухаметов тогда сказал, что надо еще посмотреть, башкир ли он. Тогда все начали возмущаться, там Айрат Дильмухаметов там роется в национальности. А на самом деле это же так. Это так. Я вот не верю, что настоящий башкир, который был бы у власти, вот мог бы так поступать со своим народом. Вот Рахимов так не поступал с башкирами. И только не башкир, который ненавидит башкир, человек может так и поступать. И вот Хабиров, он сам не башкир. Он типтярь. Он себя никогда не считал башкиром. Потому что нормальный человек, который является башкиром, не будет никогда так поступать с башкиром, со своим народом, как он поступает. Сажает, убивает, изгоняет, отнимает, сколько он компаний отнял у людей рейдерскими захватами. Он же с этим деньги зарабатывал, рейдерскими захватами. Вот тут еще что пишут. В истории и в современности много примеров, когда народы, перестающие уважать и поддерживать собственных лидеров, теряли уважение как народ в целом со всеми вытекающимися последствиями. С этого начался кризис в Украине, аналогичное множество примеров мы наблюдали по странам Восточной Европы и Ближнего Востока. То есть они что хотят сказать? Что народ, который изгнал своего диктатора, он теряет уважение в мире. Так что ли получается вот эти слова? Когда они говорят в Украине, кризис в Украине. Кризис в Украине начался из-за того, что народ изгнал Януковича.
человека, который репрессировал народ, человек, который воровал, у которого нашли потом золотые унитазы во дворце, человек, который отказался не стал идти по решению народа, когда народ выбрал евроинтеграцию за сближение с Европой, отказался подписывать этот документ, после чего начались вот эти волнения. Ему ближе был диктатор Путин, который его посадил туда. Он что ли лидер, этот Янукович? Или кого они там имеют в виду? Восточная Европа, страны Восточной Европы. Кого там? Диктатор Чаушеску был. И он что ли лидер? Да их его расстреляли, свой собственный народ расстрелял. Про кого они там еще говорят? Слободан Милошевич, диктатор, который уничтожал, устраивал геноциды над албанцами, над хорватами, над боснийцами. Он что ли для вас лидер? Ближний Восток здесь упоминается. Кто? Асад для вас лидер? Человек, который уничтожил сотни тысяч людей. Вот эта знаменитая печальная тюрьма Сидная. Какие ужасы сейчас скрываются. И кто его укрыл у себя? Давайте все вместе угадаем. Путин, правильно? Да, именно он укрыл у себя этого диктатора и обеспечил ему защиту. И я уверен, что Хабиров, наверное, постарается привести его в Республику Башкортостан, пожать ему руку. Потому что такой же диктатор Иманкорт, который открыто заявлял, что власть надо захватывать. И она просто так никому не отдается. Хабиров такой же диктатор. Ну и все, и здесь вот дальше во имя нашего великого прошлого и славного будущего нету никакого будущего у башкирского народа и Республики Башкортостан в составе этой империи. Нету никакого будущего. В целях сохранения нашего народа, нашего языка, нашей культуры мы делегаты съезда предлагаем. Ну и все, и пошли там, и вода, самая обычная вода, обновить стратегию развития башкирского народа, где ключевая миссия бережно сохранить и передать дальше наше главное богатство, родной башкирский язык. Главная цель для них это сохранить и развить язык. Вот сколько было всемирных Курултаев башкир, из всех резолюций, из одной резолюции к другую перетекала эта фраза «развить и сохранить башкирский язык». Правда, здесь уже слова «развивать» уже нету. Здесь просто бережно сохранить и передать дальше наше главное богатство, родной башкирский язык. Уже слова про «развивать» нету. Почему? Потому что, конечно, наш башкирский язык из года в год, из десятилетия в десятилетие ухудшается и ухудшается его положение. Каждый раз вот это как мантра, нам надо сохранить, передать наш башкирский язык. Он, как эта мантра, произносится, но на самом деле ничего не делается. И ситуация с башкирским языком ухудшается и ухудшается. И вот этот всемирный Курултай башкир, который практически прошел полностью на русском языке, как показатель, что ситуация вообще с каждым годом становится все хуже и хуже. Там практически не было выступлений на башкирском языке. Практически не было. Одно-два из 10-15 выступлений. Все на башкирском языке, на русском языке. На башкирском языке только Эльвира Айткулова там что-то какое-то дала, интервью какое-то. И все. А остальные даже, которые в совершенстве владеют башкирским языком, и те все равно на русском языке все давали. Башкирский язык умирает, и ничего не делается. Здесь они снова говорят, нам нужно мы предлагаем усилить роль в этом процессе наших дошкольных учреждений и помочь им, объединив усилия ученых, IT-специалистов, педагогов в рамках пилотного проекта и так далее, там, начинать с детских садов. И что? Единственная возможность, единственный шанс сохранить башкирский язык, сохранить и развивать башкирский язык – это обучение на башкирском языке. Полное обучение, полный цикл обучения, начиная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением, институтами, университетами. Только так. По-другому невозможно спасти язык. 1 час, 2 часа в неделю в школе и, как они говорят, учите дома, невозможно язык спасти. Тем более в наше время, когда повальная русификация идет.
Сознательная русификация идет населения. Невозможно. Я живу здесь в Литве. Литва маленькое государство. В 2 раза меньше, чем Республика Башкортостан. Практически, в 1,5 раза. Народ, который не имеет родственных языков своему литовскому языку. Он такой единственный в мире. И население у него, там не так много населения. Несколько миллионов, 2-3 миллиона литовцев. И язык в совершенстве сохранен. С детского сада, заканчивая высшими учебными заведениями, все на литовском языке. Все на литовском языке. Как и у эстонцев, которых меньше, чем башкир в Республике Башкортостан. Их всего там 900 тысяч живет. Но они прекрасно сохранили свой язык и развивают его. И все у них на эстонском языке. А у башкир, которых родственных нам языков огромное количество в мире, и мы теряем наш башкирский язык. И вот только независимость Республики Башкортостан, только полный перевод на башкирский язык всего цикла обучения может спасти наш башкирский язык. Когда нам спрашивают, что вы будете делать с полученным образованием на башкирском языке? Ничего, то же самое, что делают эстонцы, что делают литовцы у себя. Словаки делают у себя в странах. То же самое. Преподавать юристами будут работать, врачами будут работать, на башкирском языке будут давать, экономистами будут работать, учителями, инженерами. То же, как и здесь. Только еще мы можем, так как учитывая, что огромное количество родственных нашему языку стран есть, мы можем точно так же уехать работать и применять этот язык в Республике Татарстан, в Казахстане, в Узбекистане, Каракалпакстане, Кыргызстане, в Турции. Да, там немножко нужно будет подучить язык. Но это будет очень просто, потому что уже башкирский язык, он тюркский язык. Он очень схож. Будет очень быстро, легко интегрироваться в это общество. Поэтому башкирский язык невозможно спасти вот такими резолюциями и попытками преподавать только в детском саду, изучать только дома и 1 час в неделю. Невозможно. И все, кто говорит об этом, это просто манкурты и предатели, которые боятся признаться, что наш башкирский язык сознательно уничтожается. Идет лингвоцид, название, когда сознательно уничтожают язык, это называется лингвоцид. И вот сегодня проводят лингвоцид с башкирским языком. Российская Федерация, Россия, Путин проводит. И вы это поддерживаете. Ну и, конечно же, здесь конечно же, они тут про СВО, про памятники, в каждом населенном пункте Башкортостана есть что сказать о своих отцах и мужах. Нужно будет национальный исследовательный проект Башкортостана на защите Отечества, соберем историю о наших воинах СВО. То есть все делают для того, чтобы башкиры и дальше вовлекать в эту войну. Дальше, чтобы они умирали на этой войне. Это как называется? Это называется, что вы предатели своего собственного народа и идете против интересов своего собственного народа. Вы что? Вы воюете за то, чтобы наши башкиры умирали, гибли? Чтобы наша нация исчезала? Вы за это воюете? Вы за это там сидите, принимаете решения, что ли? Что вы делаете? Вы не понимаете, что вы делаете-то? Вы же останетесь предателями на все времена. Списки. У нас обязательно в скором времени появятся списки всех, кто был на этом Всемирном Курултае башкир. В итоге я вот хочу так сказать, что все, кто был на этом Всемирном Курултае башкир, все, кто участвовал в нем, все, кто принимал резолюцию и голосовал за нее, все эти люди, список всех этих людей будет у нас, мы его обязательно опубликуем и начнем работать по всем. Вы останетесь предателями, я вам ответственно заявляю, что вы останетесь предателями башкирского народа. Все, кто участвовал, кто голосовал, вы трусы, потому что у вас не хватило духу встать и сказать, что мы не согласны с этой резолюцией, мы ее не поддерживаем. Вы трусы, предатели.
И вы враги своего собственного народа, те, кто голосовал за эту резолюцию. За то, чтобы продолжали убивать наших башкир, чтобы их продолжали репрессировать, чтобы наш Башкортостан продолжал оставаться колонией этой России. Вы за это голосовали. Вы за то, чтобы голосовали за то, чтобы наш башкирский язык продолжал умирать. Вот за это вы голосовали. И ваши списки мы обязательно опубликуем, чтобы все ваши родственники, все ваши дети, внуки знали про этот позорный всемирный Курултай-Башкир. Вы, еще раз говорю, будете все опубликованы на нашем сайте, и эти списки, они сохранятся на память. Но также мы начнем с тех, кто из-за рубежа приехал в Уфу на этот всемирный Курултай-Башкир и голосовал там. Мы обязательно, особенно мы хотим начать с тех башкир, которые приехали из Латвии. Страна, демократическое государство, свободное, живет хорошо, уровень жизни хороший. Ну, совершенно не тот, который в Республике Башкортостан. Демократические свободы. Есть оппозиционные партии, постоянно меняется правительство. Что еще надо жить? Нет, они в кайфе живут там, деньги зарабатывают там, но своей черной душой они находятся в Республике Башкортостан вместе с Хабировым. Если вам так нравится Хабиров, если вам так нравится политика Путина, за которую вы голосуете, если вам так нравится война, езжайте тогда в Республику Башкортостан. Мы постараемся донести до латвийских властей, чтобы вами занялись. Мы укажем списки всех, кто приезжал из Латвии и голосовал в этой резолюции. Вы никак не отмажетесь. Мы обещаем вам. Так что вот так, друзья. На этом хочу что сказать в конце, в итоге. Что этот всемирный Курултай-Башкир, 6-й всемирный Курултай-Башкир в истории останется как всемирный Курултай-Манкуртов. Один из самых позорнейших моментов в истории башкирского народа. Люди, которые в нем участвовали, все вы манкурты и предатели. Все, которые голосовали за эту резолюцию. Все, кто побоялся встать и сказать правду в лицо Хабирову. Все вы манкурты, трусы и предатели. И когда мне будут говорить, что я тут раскалываю свой башкирский народ, нет, он уже давно расколот, башкирский народ. Есть кучка, небольшая кучка, может быть там несколько тысяч, 2, 3, 5 тысяч, может быть, манкуртов, которые сознательно ведут наш башкирский народ к пропасти и гибели. Их мало. Когда Башкортостан станет независимым, эти люди все понесут ответственность и наказание. Как сейчас в Сирии разбираются с людьми, которые поддерживали и творили преступления с режимом Асадом. Точно так же вы все будете наказаны, потому что вы идете против интересов башкирского народа. Наших интересов в ведении войны, в потере языка, в продолжении репрессий, в том, чтобы кормить Москву, наших интересов нету здесь. Это ваши интересы. Вы ради своего теплого места, ради тех зарплат, которые вы получаете, бешеных, ради этого вы предаете интересы башкирского народа. Позор вам на вечные времена. Хау болу, хурматлы милләттәштәр, осрашага тиклем.